Ассаламу алейкум, мекендештер, сиздер үчүн бүгүн Ар Юрист компаниясына келип калдык. Бул жака келгенибиздин бирден бир себеби эмне дегенде, азыркы учурда аябай текшерүүлөр көп болуп жатат. Жана жөндөн жөн эле выдворение кылып атат, жөндөн жөн эле депортация кылып атат, жөндөн жөн эле кээ бир учурда адамдар сакал койгон үчүн эле черный списокко түшүп калып атат. Анан ошон үчүн бул юридический компанияда көп биздин мекендештерге жардам бергендери жана ошондой эле чыккандар бар экен. Ошон үчүн биз келдик, өздөрүнөн бир ооз сурайлы деп. Артем жана Арылтан. Вот и мой первый вопрос, чтобы наши земляки, мои земляки узнали, как давно вы работаете и какие у вас результаты. Да, ну если работаем, да, юридический стаж, если так брать, получается у меня с 2011 года, уже 13 лет занимаюсь юриспруденцией. И я, и Артем, и многие из нашей компании, мы проработали в органах прокуратуры Российской Федерации, мы выходцы, да. Сейчас Артем имеет статус, состоит в коллегии адвокатов города Москвы. И я осуществляю, да, непосредственно как юрист, представляю интересы. И нашей большой компании уже только вот мигрантами, наверное, последние пару лет занимаемся, да. Именно если конкретно иностранными гражданами. Ну, за эти 2 года уже достаточно сделали и полностью изучили это миграционное законодательство. Уже много судов было выиграно. Но если там зайдете на наши соцсети, сами поймете, скольким людям помогли. И то это не каждый. Конечно, каждому невозможно помочь. Бывали и отказы. Но это работа такая, да, закон. Он такой, и некоторые в моментах можно как применить в одну сторону, так и в другую. Многое, конечно, зависит не только от нашей работы, но и от внутреннего убеждения лица, принимающего окончательное решение. Ну, в данном случае это судья у нас, как правило. От судьи тоже многое зависит. В принципе, работа у нас построена следующим образом. Консультации у нас проводятся на бесплатной основе. В ходе консультации нам рассказывают о той проблеме, которая к нам обращается. Если есть документы, мы с ними знакомимся, задаем необходимые вопросы. То есть в момент консультации наша задача определить правовую позицию по делу. Если вопрос можно решить в рамках правового поля, мы говорим, каким образом можно, да, в данном случае поступить. Когда вопрос невозможно решить, и такое бывает, то, конечно же, об этом сообщаем, чтобы исключить дальнейших негативных воздействий, чтобы человек не совершал, да, не допускал еще более грубых ошибок, не терял свои денежные средства, а самое главное время. И лучше уехал домой на родину. Это вот основы и принципы нашей работы. А вот еще второй вопрос тот же. Вот, например, сейчас многих просто так вот забирают, наших мигрантов, да, с рабочего места, неважно, с улицы, с метро. Забирают, и вроде бы регистрация есть, но на основании того, что трудового договора нету, и выдворяют, да? Насколько это законно, скажем так? Ну, и в таких случаях в какой процентовке вы можете вытащить этого человека в обратную сторону? Здесь все зависит. Давайте начинать. Это нет такой процентовки. Есть определенные условия от каждого человека. Каждый случай индивидуален. Каким образом? Все зависит от нарушения, от многих факторов. Когда въехал, да, гражданин Кыргызстана на территорию Российской Федерации, встал ли он своевременно на миграционный учет, прошел ли он своевременно, да, получил ли зеленую карточку, то есть прошел фотографирование, дактилоскопию, медицинское свидетельствование, в 30-дневный срок все это должно быть. Если он находится до 90 дней, его не имеют права выдворить за пределы Российской Федерации за отсутствие трудового договора. Самое главное состоять на миграционном учете. Чтобы находиться в Российской Федерации, да, гражданину Кыргызстана, как члену трудящемуся договора ЕС, Кыргызстан входит, да, ратифицировал себе данный договор. Чтобы находиться в России свыше 90 дней, гражданин Кыргызстана обязан заключить трудовой договор и подать соответствующее заявление о продлении своего срока пребывания, временного пребывания в Российской Федерации в отдел по вопросам миграции по месту миграционного учета, то есть по месту регистрации. Ему оказанием этой услуги будет являться проставление оттиски штампа печати на оборотной стороне миграционной карты. То есть, если вот сегодня у нас 4, допустим, августа 2024
2004 года гражданин Кыргызстана въехал, ему могут продлить срок временного пребывания сразу на 1 год. То есть до 4 августа 2025 года. И на основании вот этого продления срока пребывания, он главное, чтобы работал официально, дальше будет продлевать ему миграционный учет, то есть регистрацию. Это вот в идеале. Конечно, многие до сих пор в Москве, Московской области, да, не знают, что необходимо подавать такое заявление. И некоторых в отделах МВД по сей день не проставляют эти печати. Сами сотрудники говорят, вам не нужно никакой печати. Да. Но суды говорят об обратном, что сам по себе наличие трудового договора не является самостоятельным основанием для продления срока временного пребывания. То есть 90 дней истекло, вы не обратились, соответственно, вы не хотели пребывать здесь дальше, вы обязаны были покинуть. Из-за этого идут нарушения. Сейчас до сих пор судьи Московского городского суда по-разному рассматривают, некоторые прямо указывают на необходимость проставления этой печати, ну, с ними согласен, но некоторые до сих пор судьи идут, да, смотрят, как раньше иностранный гражданин себя вел, привлекался ли он ранее к административной ответственности, выполнял ли иные обязанности, предусмотренные, да, которые должен выполнить иностранный гражданин. Если все у него было и отсутствовала только лишь печать на миграционной карте, то, конечно, там отменяют эти выдворения, либо заменяют на штраф там, в размере от 40 до 50 тысяч рублей. Но тенденция идет такая, что в Российской Федерации действительно усиливается, да, контроль в сфере миграции. И поэтому, чтобы не допускать этих ошибок, нужно выполнять обязанности. Потому что без трудового договора и этого заявления, ну, нельзя находиться. Это вот установлено в любом государстве. Если вы поедете, вы обязаны продлевать свой срок пребывания. Но здесь, что немаловажно сказать, столько моментов бывает. Вот, да, приехал иностранный гражданин в Россию работать с семьей. Там жена, дети маленькие. Жена находится, он, да, чтобы не оставлять свою семью, да, в Кыргызстане, перевез ее сюда. Жена не работает, смотрит за детьми. Каким образом, задается вопрос, как ей продлить срок своего пребывания? Она же не работает, трудового договора нет. И вот у всех вот это допуск, все допускают эту ошибку. Жена дома сидит, 90 дней прошло, она не работает. Но в России настолько, да, для иностранных граждан сделали именно безвизово для граждан Кыргызстана, что главное хотя бы один член семьи, чтобы работал. И на основании его трудового договора нужно лишь просто направить заявление в отдел по вопросам миграции и продлить срок временного пребывания всем членам своей семьи. Вот представляешь в отдел по вопросам миграции заявление, свой трудовой договор, свидетельство о заключении брака, если на детей свидетельство об их рождении. И пишется заявление: прошу, я являюсь трудящимся, да, членом страны, входящей в договор Евразийского экономического союза, осуществляю, да, трудовую деятельность на основании трудового договора, в связи с чем прошу продлить срок пребывания членам моей семьи, там, супруге, детям и прочее. И также на год продлевается. Вот скажу еще, практически когда мы сталкиваемся с выдворениями, первый вопрос, который мы задаем, это: работаете ли вы официально? Потому что от этого зависит вся дальнейшая процедура обжалования. Будь то мы писать на отмену, либо уже мы будем предпринимать меры, чтобы человек легализовался, то есть устранил нарушения допущенные, и уже писать на замену выдворения на штраф. Это тоже очень важно. Это самый важный по большому счету вопрос. Второй по значимости — это, конечно, наличие близких родственников, там, граждан России. Это вот то, что нас интересует. В общем, туғандар, самый главный факт, что егер сиздин жолдошуңуз иштеген болсо, официально трудоустроен болсо, жубайы дагы, балдары дагы ошол договор менен ошол эле жерге 1 жылга жолдошу канча регистрациясы узартылган болсо ошончо узартканга мүмкүнчүлүк бар экен. Ошондуктан баарыңыздардан сураныч, балдарды мектепке бере албай атабыз, регистрация жок. Өзүбүз деген баланы карап атабыз, үйдөбүз, регистрация жок дегендер жолдошуңуздардын аркасы менен регистрация коюп алсаңыздар болот экен. Еще такой вопрос. Никому не секрет, да, сейчас многие попадают, то ли трудового нету везде, соответственно, во всех, кто дает, то есть работодатели, многие не хотят, то есть оплачивать
налоги на рабочих, да? Многие не работают нелегально. И, соответственно, у многих нету, вот почему не происходит, к вам обращаются многие люди, у многих, скажем так, левые трудовые договоры, да? Вот в таких случаях, если попал человек, то есть если его задержали, поехал в суд, что человек должен предпринять, если у него есть регистрация, но, к сожалению, нет трудового договора. Или трудовой договор был, его аннулировали, да? Но здесь самое важное, да, понимать, при заключении трудового договора, да, с иностранным гражданином работодатель обязан направить в течение 3 рабочих дней уведомление в отдел по вопросам миграции о заключении трудового договора. Если вы сейчас в России, как правило, заработная плата начисляется на карту, банковскую карту. Там вы уже сможете проверить, официально вы трудоустроены или нет. Кроме того, такой лайфхак, да, для иностранных граждан. Все очень просто. Если есть у вас приложение госуслуг, вы можете зайти и направить сведения о трудовой деятельности. Вам в течение 2 минут придет уже сведения о том, что о вашей трудовой деятельности. Если работодатель официально вас трудоустроил, эти сведения уже там будут указаны. Вы будете проверять. Но если такая ситуация, да, складывается, то законом прямо предусмотрено, но человек тоже понимает, что он неофициально работает. Нужно находить именно официальные источники дохода. Да, там поведешься за большими деньгами или за той зарплатой, которая тебя устраивает, но при этом ты официально не трудоустроен, ты уже понимаешь все риски, что это может повлечь выдворение. Самое главное, не идти на поводу у денег. Да, пусть будет зарплата меньше, зато официально будет трудоустроен. Либо просите хотя бы в качестве самозанятого себя оформить. Налоги сами будете оплачивать, если доход от юридического лица 6%. Если ваш работодатель является физическое лицо, то 4% будет. Это там даже со 100 тысяч, это там 4000 рублей в месяц, это небольшой налог. Это меньше, во много раз меньше, чем 13%. И такие случаи, к сожалению, не бывают. И мы что советуем в таких случаях, когда там действительно все в принципе есть, но работа не подтверждается. Уже привлекли к административной ответственности. В течение 10 дней есть возможность обжаловать, это своевременное обжалование. И за это время необходимо устранить допущенные нарушения миграционного законодательства, то есть официально трудоустроиться необходимо. И уже, так как в Москве в среднем 8-10 месяцев жалоба рассматривается, за это время уже нужно доказать государству и в суде уже представлять, что да, действительно признаю вину в содеянном, раскаивается, стал на путь исправления, устранил допущенные нарушения. Здесь единственный способ попытаться заменить наказание в виде выдворения на штраф. Только так. Отменить полностью, если нарушения порядка не было, привлечения к административной ответственности, невозможно. Но здесь уже будет зависеть и от лица, принимающего окончательное решение, да, какой судья будет, от внутренних его убеждений. Посчитает ли он это исключительными обстоятельствами и заменит. Потому что, как показывает практика, где-то, наверное, 70/30, 30% случаев только удовлетворяет. Потому что только закон этот в январе 2024 года вступил в силу, 5 января. И практики даже Верховного суда еще нету, не высказывался Верховный суд по поводу этой статьи. Хоть все об этом говорят, заменить на штраф, это не ко всем применяется. Это уже судья смотрит уже конкретные обстоятельства дела. Ранее и не важно, есть у тебя близкие родственники или нету, они будут смотреть в первую очередь, судья смотрит. Так, ранее привлекался к административной ответственности или нет. Если привлекался, то грубые правонарушения были или незначительные, погашены те, оплачены ли штрафы или не оплачены. В период предыдущего пребывания на территории Российской Федерации официально осуществлял трудовую деятельность или также находился незаконно. И все это, каждый случай индивидуальный. Кажется, статья одна, статья 18.8, как правило. Но каждый случай индивидуальный. Смотрят, кто как себя до этого вел. От этого исходит. Понятно. Мекендештер ошондуктан колуңардан келсе, биринчи ишке кирип атканда сөзсүз түрдө эмне кылыш керек? Трудовой договор иштейсиңерби, иштебейсиңерби ошону билип алышыңар керек.
бир нерсени айтып коеюн, эгер трудовой договоруңар базада болуп, регистрацияңар жок болуп калса дагы азыркы учурда 5000 менен чыгарат да. Ошондуктан сөзсүз түрдө трудовой договоруңардын базада болушун карагыла, жана ошону өзүңөр базада бар экенсиңерби, жок экенсиңерди билгиңер келсе, өзүңөрдүн госуслугуңардан дагы запрос жөнөтсөңөр 2 мүнөттө келет. Ошону да бир карап коюңуздар. Вот еще вот следующий вопрос, соответственно, касается многих сейчас смотрящих, интересует только вот это, насколько, скажем так, если обжаловать вот эти выдворения, депортации, и какие случаи абсолютно не рассматриваются, то есть 100% уже суда юристы вы не сможете помочь, и в каких случаях можно помочь человеку? Пример. Здесь, наверное, нужно смотреть каждую ситуацию, опять же, индивидуально. Ну, вот критические ситуации, которые вам, чтобы человек понимал, да, что вот идти, вот, есть, допустим, человека посадили смысла нет. принудительно в Сахарово. Приезжают его родственники, спрашивают, можете помочь? Мы спрашиваем, работал, не работал? Есть близкие родственники, нет близких родственников, была регистрация, нет регистрации. Мы говорим, слушайте, технически мы можем пройти, но шансы на успех в данном случае будет 0, поэтому мы даже не будем браться за это. Если же человек, допустим, понимает, что он работал официально, у него есть, допустим, с собой документы об этом, есть регистрация, но просто эти документы не вышли в базе у сотрудников полиции, соответственно, здесь шансы на успех очень велики. Даже когда у человека нет трудового договора, но он изъявляет желание остаться в России и готов при определенных действиях, тогда мы за это можем взяться. Но при определенных условиях мы говорим, слушайте, начинаем работать, но вам нужно будет свое положение легализовать. То есть вы на период обжалования, это где-то 6-7 месяцев, может быть и больше, устраиваетесь на работу официальную, там, проходите Сахарова, получаете зеленую карту. То есть чтобы мы не просто голословно могли просто поменять и на штраф. Так не работает. Судьи, как уже сказал Алтан, смотрят, что сделал для этого человек. Посмотрит, устроился на работу, там, прошел все необходимые документы, собрал, регистрация. И уже тогда он понимает, что человек, говорю, исправился и заслуживает замены выдворения на штраф. Здесь вот прям очень и прям позитивно работает. Прям, и люди уже сами, когда мы не только мы горим об этом, но когда еще клиент за это тоже сильно переживает, тогда и работать вдвойне приятнее. И тогда и шансы на успех, соответственно. Как вот тоже говорят же, я говорю, вам самим будет проще. Просто надо соблюдать, выполнять обязанности. Они не такие сложные. Для граждан Кыргызстана их вообще мало. Соблюдайте, и при виде сотрудников полиции не нужно будет тупить взгляд, да, уходить, бояться, переживать, потому что все документы будут в порядке. Потому что за каждое невыполнение обязанности влечет, да, санкция. То есть ответственность. Вот в любом, и у граждан России также да, есть Конституцией закрепленные определенные обязанности, которые нужно выполнять, и федеральным законом. У граждан России это оплата всегда налогов, сборов, там, воинская повинность. Если там уклоняешься от чего-то, также там ответственность. Да, не пошел в армию, уклоняешься, все, вплоть до уголовной ответственности. Не заплатил налоги, тоже вплоть до уголовной ответственности. Вон блогеров сколько у нас, да, там. Больших блогеров-то вот привлекли к ответственности, потому что они не исполняли свои обязанности. Также у иностранных граждан не выполнили обязанности, конечно, будут санкции. И наша задача проинформировать. Мы не говорим о том, что да, любое дело здесь можно выиграть, но во многих случаях бывает, когда действительно можно побороться. Когда ставят людям решение о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации, сейчас они очень часто участились, да, эти случаи, за совершение там 2 и более административных правонарушений. Работал он водителем, я сам, да, вожу транспортное средство, я понимаю, что, в Москве сложно не попасть под камеру, да, и не получить штраф, либо там, очень легко нарваться на этот штраф. В автоматическом режиме камера тебя сфотографировала, все, если ты собственник машины, прилетело. 2 и более административных правонарушения, все, это формальное основание для принятия решения о разрешении въезда в Россию на 3 года. Иногда бывают такие перегибы, конечно. И без близких родственников такие, да, в судебном порядке отменялись, и достаточно много. Просто люди не знают, думают, что все,
значит все. Либо там неуплата, штрафы. Ну, разные моменты бывают, понимаете. Мекендештер, жаңы эле өзүңөр көргөндөй, эгер сиз мурун иштеп, налог төгүп, официально жүрүп, көп жылдан бери штрафыңар жок, эч кандай нарушениеңар жок, анан биринчи жолу выдворенияга түшүп калсаңар, ушул жака келсеңер жардам бере алат. То есть они сиздерде шанс бар. Ал эми эч кандай мурунда регистрацияга турбай, трудовой договоруңар вообще болбой, жана ошол эле боюнча мурундагы кандайдыр бир штрафтарыңыздар болсо, анда булар айткандай результат 0 болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан бияка келерде биринчи өзүңөрдүн тарыхыңарды карагыла да. Кайсы убакта трудовой алдыңар эле, кайсы убакта налог төктүңөр эле, кайсы убакта СБД деген бар, базаны алып текшертсеңер болот. Ошо текшергенде качандан бери Москвада легально, то есть в Российской Федерации легально жүргөнүңөрдү. Анан ошонун аркасынан жыйынтыгы менен кайрылсаңыздар болот. Еще вот такой вопрос. Вот сейчас многие наши граждане в Сахарово, да, временное пребывание. Вот если человек попал туда, соответственно, его родственников нету, и как он может к вам обратиться? Допустим? И насколько есть вероятность какая-то, что его можно принудительно отправить в родину, а оттуда обратно забрать? Сегодня же ездил. Да, сегодня я был в Центре временного содержания странных граждан, но сегодня прием, к сожалению, не было, завтра, да, на это все. По определенным обстоятельствам там возбудили, ну, сколько мне известно, там проводится проверка в отношении инспекторов, которые там незаконно пытались оказать услугу там по быстрому переводу, да, и все прочее. Но это на самом деле законом прямо уже предусмотрено, что за свой собственный счет действительно иностранный гражданин имеет право там выехать досрочно, не дожидаясь даже решения вступления в законную силу. Согласие направляется, государство направляет. Но, к сожалению, бывают такие случаи, да, там, в целях личного обогащения вот, делают. Но вот, да, по таким случаям им 2 раза в неделю выдают телефон в Центре временного содержания. Если там есть возможность, конечно, может обратиться в установленные сроки. Если даже его отправят, и он понимает, что хочет он восстановить свои права, никто не мешает нам обратиться в кассационный суд общей юрисдикции. Если это Москва, то это 2-й кассационный суд будет общей юрисдикции. Просто уже будет направляться жалоба на вступившее в законную силу решение суда, да, на постановление по делу об административном правонарушении. И все так же рассматривается даже быстрее, чем в Мосгорсуде. 3-4 месяца, и уже будет жалоба рассмотрена. Если удовлетворят, соответственно, еще месяц, где-то месяц-полтора уйдет на обновление базы. То есть, по закону сколько ее содержат? До 90 суток имеют право содержать, но в Москве быстро сейчас отправляют. Сейчас проблем с этим нету. В основном проблема у тех, у кого были долги на территории России. Вот те действительно, у них получается 2 решения. Первое решение о неразрешении выезда из Российской Федерации. Второе решение об его выдворении. И получается такой казус. Пристав говорит, а что мне с ним делать? У него долгов здесь, да, на 200 тысяч. У меня есть судебное решение о его выдворении. И то решение, оно законное. Одно приставы поставили, второе суд, да. И оно подлежит исполнению, и то, и другое. И, соответственно, они им говорят, ну, как-то надо делать, и поэтому вот в таких ситуациях, конечно, там люди могут застрять. Годами, да? Да, но уже годами нет такого, до 90 суток уже определили, внесли изменения, до 90 суток имеет право там содержать. Но в Москве там... Но в любом случае он должен закрывать долг, правильно же? Ой, да, вообще, конечно, сейчас уже глаза закрывают, потому что Отправлять, содержать да? его дороже Дороже. выходит. Вот представьте, там 1 день содержания обходится государству дороже, чем его долг в итоге. Да, Поэтому год они его, чем держать, да, но при этом они его отправляют, и у него будет бессрочный запрет на въезд в Россию, пока он не оплатит эти долги. Все, понял. Вот так вот построено. Понял. Давайте я еще раз вот четко объясню ребятам. Ребята, ранее вроде бы мен айтып бергем, силерде кандайдыр бир кредит, золотая корона, телефон, машина, долг болсо, ал сотко өтүп кетсе,
соттон приставка өтүп кетсе сизди Россия территориясынан чыгарбайт. Ошол эле учурда сизди кармап калган болсо, выдворение менен Сахаровага алып барып кетиребиз десе, сизди кетиргенге да болбой калат да. Бирок ошондо дагы азыр чечим чыгыптыр, 90 күндүн ичинде сизди кетирет экен. Бирок ошол сиз карызды төлөмөйүнчө выдворениянын срогу бүтсө дагы сиз кайра Россияга келе албайт экенсиз. Ошону жакшылап эсиңиздерге тутпаңыздар. И еще такой вопрос. Насколько вероятно, человек обратно не заедет на территорию Российской Федерации, если он не находился здесь в течение года или два, без регистрации, без трудового договора, и он просто уехал на родину и обратно хочется ехать, допустим. Если он находился в России, Нелегально. не работал, Нелегально. есть прям статья, 27-я статья 114 Федерального закона, которая говорит, что если человек находился определенное время в России свыше срока пребывания, при этом нет в базе сведений о том, что он работал, там регистрация у него была, то в автоматическом режиме ему могут поставить запрет вплоть до 10 лет. То есть все зависит от того, сколько он находился выше. Вот свыше года, допустим, это получается 10 лет, да? 10 лет, свыше 270 суток, это уже 10 лет. Да. Это могут сделать, как я узнаю сейчас, это сотрудники таможенного контроля, да? Ну, там, когда там он выезжает, там больше МВД. выборка идет, просто, да, очень много сейчас случаев таких. Человек даже никогда, может, и не находился, да, вот, да, по московскому региону. Вот они бывают в базу. Все, вот столько-то людей прилетело, допустим, в Домодедово. Хоть человек там раньше никогда в Домодедово не жил, но так как это аэропорт, допустим, они направляют выборку. В отношении данных лиц принять решение въезда, потому что документов, подтверждающих право пребывания на территории Российской Федерации, законных, в базе нет. За то, что они просто незаконно находились, поставят там на 3 года, на 5 лет, либо на 10 лет, в зависимости от суток, да, незаконного пребывания. И в автоматическом режиме это все будет усиливаться. Поэтому наша задача, да, и цель сегодняшнего выпуска предупредить людей, проинформировать о том, что нужно просто выполнить обязанности, они несложные. Да, самое сложное, наверное, это стать на миграционный учет по месту своего фактического проживания. Но это уже и ваша задача донести до своего арендодателя, собственника квартиры, что ничего здесь в этом плохого нет. Наоборот, все будет законно, и у вас не будет никаких проблем, и у меня, потому что я все официально здесь буду находиться. Потому что вот эти вот рейды ночные: здравствуйте, откройте вашу дверь, поступила жалоба, заходит и всю квартиру там смотрит, да, и там действительно у кого-то регистрация есть, да, в другом месте. За то, что он проживает не по месту регистрации, на первый раз 5 тысяч дадут штраф, на второй раз уже однозначно 7 тысяч штрафа с выдворением за пределы России. И вроде бы человек ничего не нарушал, да, такого, да, грубого. Ну, из-за того, что собственник квартиры не хочет ставить его на учет в этой квартире, он вынужден где-то в другом месте это делать. Вот это вот самая большая беда. Ну, процентов, наверное, 50 вот обращений из-за этого. А с этим, ну, сложно, но что, да, действительно выявили, там, фотографии в материалах дела есть, он сам не отрицает факт своего проживания там. И такие дела в основном только по процедурным моментам отменяем, да, что действительно был нарушен порядок привлечения к административной ответственности, там, протокол по делу административного правонарушения не составлен ненадлежащим образом, там, не разъяснены права там, о предоставлении, там, статья 51 Конституции Российской Федерации не разъяснена, либо еще другие правонарушения, ну, права и обязанности. И от этого все исходит. Ну, самое главное, это вот обязанности. Их не так много, там немного. Это вот, да, гражданам Узбекистана, Таджикистана им гораздо сложнее здесь находиться, и то при этом они стараются выполнять, такой массовости нету, просто кыргызы такой вольный народ же, и в России действительно, ну, особо никогда не трогали, да, но из-за того, что усиляется этот контроль, это же не новые, понимаете, это не новые законы, это старые законы, просто их сейчас стали заставлять, да, применять, исполнять.
А так это уже давным-давно это все. Ошол туугандар, эгер сиздер регистрацияңар жок жүрүп, анан Кыргызстанга кетип калып, кайра келе берем десеңиздер, азыр кыйыныраак болуп калды. Ошондуктан Москвага келгенден кийин сөз жок дегенде трудовой договор алып, регистрация кылып жүрүңүздөр. Анан кандайдыр бир болуп, же болбосо ордуңуздардан жашабай, же регистрацияңарды базадан чыгарып салып, же трудовой договоруңар жок болуп калган болсо, бул юридический компанияга келсеңиздер болот. Мен номерин калтырам. Анан бияка келгенде өздөрү канчалык деңгээлде сиздерди бул ситуациядан чыгара алат, чыгара албайт айтып беришет экен. У меня вопросов все. Думаю, наши граждане поняли, что им надо обязательно соблюдать эти все процедуры, которые касаются иностранным гражданам Российской Федерации. Да, хотел бы добавить, это очень важно, да. Может быть, об этом говорили, но не так. Сейчас, раньше был режим 90-180. Как, когда кыргызы приехали? Я вот приехал на 90 дней, заезд-выезд сделал, опять, да, нахожусь. Но вообще было до этого 90-180. То есть в течение полугода 90 дней имели право находиться. Потом 3 месяца прошло, опять въехали. Сейчас все. Поэтому выполнять нужно все своевременно. 90-365 стало. То есть раз в году вам дается 90 дней. Вот приехали с целью работы. Если не устроились за 90 дней, все, дальше уже режим пребывания будет нарушен. Вы через год только сможете въехать в Россию, если это будет применять так, как положено закон. Поэтому сейчас, пока закон еще не вступил в законную силу, вам нужно соблюдать законодательство, сделать. Режим высылки будет. Все те, у кого не будет штампа на миграционной карте, могут в этот реестр попасть, потому что фактически они не выполнили обязанность о продлении своего срока пребывания. Поэтому это важно. Скоро, иначе у нас потом будет наплыв огромнейших обращений, что мне поставили, я попал в режим высылки, что мне делать, еще что-то прочее. Самое главное, не допустить попадания себя в режим высылки. А чтобы этого не допустить, нужно своевременно выполнять установленные обязанности. Вы сами говорите часто, я вот смотрю тоже кыргызские новости, еще прочее, что все в России ужесточается, контроль, все прочее. На самом деле он будет касаться только тех лиц, которые не выполняют определенные обязанности. Все. Для тех, кто пытается жить, да, в рамках закона, у них проблем не будет. Все. Ошондуктан туугандар дагы бир айтып кетти, баягыдай болуп мурун 90 күн келип, жанагы ар бир 3 ай сайын кирип чыга берем дегендер дагы абайлагыла. Анткени работа деп киргенден кийин 90 күн, анан кайра дагы 365 күн берилет. Азыр болсо ошо бир жолу кирип чыккандан кийин работа деп кирдиң, кайра дагы 3 ай сайын кирип чыга берем деген болбой калышы мүмкүн. Да, азыркы учурга чейин өтүп кетип атат, бирок но все-таки андан абайлагыла да. Анткени бирде болбосо бирде түшүп калышыңар мүмкүн. Ошол баарыңыздарга ийгилик. Бул юридический компания Павелецкий метродо, ат метро жакын жерде жайгашкан экен. Баарыңар кимде кандай вопрос болсо, суроо болсо, телефондорун калтырып коебуз, адресин калтырып коебуз. Өздөрүнө келип дагы телефондон кайрылсаңыздар болот. Спасибо вам огромное за уделенное время. Надеюсь, никто не будет нарушать закон. Салам алейкум.